Первый объект, который посетила вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, третья средняя школа в Гудауте имени Фридона Авизба. Она была отремонтирована в 2019 году в рамках российской инвестпрограммы. Но в программе не было предусмотрено приобретение мебели и инвентаря. По поручению Кристины Озган управление капитального строительства полностью оснастило школу. В рамках поручения президента провели соответствующую работу по поставке сюда необходимой новой мебели и инвентаря. Ну, судя по тому, как говорит директор школы, вы довольны, я так понимаю? Довольны, спасибо. Да. По контракту все обязательства выполнены? Да, сумма контракта 8 миллионов 120 тысяч рублей. На сегодняшний день мы приняли работу. Все, что было в контракте, поставлено, установлено. Вопросов нет, у директора тоже вопросов нет. То есть со стороны заказчика мы довольны, все вовремя и в срок. На сумму 8 миллионов 120 тысяч рублей была приобретена мебель для кабинетов, оборудованный актовый зал, спортзал, столовая, гардеробная. Также у детей появилась возможность заниматься в лингофонном кабинете. Все устраивает? Вы довольны? Устраивает. Мы очень рады. Мне кажется, что в Гудаутском районе точно такого класса нигде нет. Да. Главное, Мы чтобы очень, результат был. да, но результат будет однозначно. Когда вот такое оборудование, красота вокруг, результат обязательно должен быть. Я думаю, настроение. Да, и настроение, конечно. В школе есть библиотека, оснащены для практических занятий кабинеты биологии и химии. Что по контракту предусматривалось здесь? Оборудование лабораторное и инвентарь для проведения различных опытов, наглядные пособия, плакаты, таблицы и тому подобное. Светлые коридоры и уютные кабинеты, аккуратный двор. Именно так выглядит Гудаутская третья школа после ремонта. Сейчас сюда ходит 256 детей. Но в образовательном учреждении может обучаться намного больше школьников. Директор школы Инна Халваш поблагодарила Кристину Озган за поддержку и отметила, что учебный процесс теперь будет проходить намного эффективнее. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вот сколько я с 2007 года я работаю, но вот столько нам привезли сейчас. Я думаю, что хорошие результаты однозначно давать будут. Ждем от вас Да, хороших достижений. да. Спасибо. Следующий объект, который посетила Кристина Озган в Гудауте, это ковидный госпиталь. Здесь завершаются работы по созданию кислородной станции для обеспечения больницы централизованной системой подачи кислорода. По словам представителя подрядной организации, на сегодняшний момент станция уже установлена, и 3 этажа основного корпуса больницы обеспечены подачей кислорода во всех 132 палатах. Кислород сейчас уже может поступать, он поступает в основной корпус больницы на 3 этажа в 132 точки. А через 2 недели мы запитаем инфекционный корпус, там тоже находится около 30 точек потребления кислорода. То есть вся больница через 2 недели будет снабжаться? Ну, будет уже все корпуса, да. Также осталось провести работы по благоустройству территории, накрыть станцию навесом и проложить связующую трассу к инфекционному блоку. Мы все знаем, что не только такие емкости, очень сложно было достать кислородные концентраторы элементарные, там они намного дешевле, да, и нужны тоже были. Очень трудно, на рынке существовал дефицит. И трудно было достать даже эти небольшие приборы. Да, с этими емкостями пришлось очень сильно помучаться ими. Я знаю, с каким трудом все это достигалось. Ну, время понадобилось, чтобы где-то на рынке это все достать, сдалека привезти и так далее. Я считаю, что, конечно, хорошо, когда мы, если бы знали бы, еще раньше, может, год назад подготовились. Облегчила работу? Конечно. Конечно. Сейчас в больнице сколько человек находится? Сейчас 40 человек находится в больнице. Тяжелых много? Тяжелых 7 в реанимации. В кислородной станции всего 3 емкости. Транспортная, основной газификатор, он преобразует жидкий кислород в медицинский газообразный. И 3-я емкость с компрессором для закачивания кислорода в баллоны. Эта кислородная станция может обеспечить кислородом всю республику. Ее сметная стоимость более 16 миллионов рублей. В этот план мероприятий вошли ряд позиций, в том числе приобретение медикаментов и лекарственных препаратов, приобретение
приобретение ИВЛ-аппаратов, переносных рентген-аппаратов, значит, оплата медицинских работников, дополнительная оплата, значит, и, соответственно, приобретение необходимого вам оборудования и установка, монтаж собственной кислородной станции в Гудаутском госпитале. Кристина Озган посетила Гагарскую среднюю школу номер 1. Ее строительство было завершено в 2019 году, но она, так же как и Гудаутская школа, не была полностью укомплектована. По поручению президента осенью прошлого года специалисты приступили к ее оснащению. Были закуплены кондиционеры и шторы с электроприводом для актового зала, оборудованы кабинеты для уроков труда для мальчиков и для девочек. К примеру, на одном из уроков труда школьники смастерили скамью. Докуплено оборудование в столовую. На открытой спортивной площадке установлены баскетбольные щиты и трибуны. Кроме того, приобретен и установлен трансформатор. Однако в период сдачи объекта было замечено, что работа не везде выполнена качественно. Конечно, есть вопросы качества объекта, объект новый, будем пытаться эти вопросы постоянно приходится решать. В общем, строительство школы обошлось в 336 миллионов рублей. Кристина Озган поручила подрядчикам устранить оставшиеся пробелы в кратчайшие сроки. Гугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.